Во-первых, я очень горд, что попал в это кино, потому что режиссером этого фильма является Амур. Амур – это человек, который я знаю со студенческой скамьи. Это очень талантливый человек. Если он снимает кино, он снимает не для денег, не для славы. Ему это надо. Вот он хочет снять кино об ингушах, об истории ингушей, о трагических моментах, не обвиняя кого-то, а попытаться понять эту проблему, как так могло случиться. Столько бед навалилось на эту небольшую, в общем-то, республику. Он снимает об этом. И мне это очень приятно, что он меня пригласил как педагога вот в этот фильм, где он сделал все условия, пошел. Как замечательную атмосферу создал. У него очень хорошее, как чутье вообще органики, правды в кадре. Я больше скажу, если такие режиссеры есть, надо в Ингушетии делать студию. Не одного режиссера, а целую студию. Есть операторы, и студии... А почему это очень важно? Кино, сколько вы ни говорите об Ингушетии, вы не получите такого авторитета, когда человек не увидит кино. Кино как образ Ингушетии, людей, уклады, с ошибками, не ошибками, всех разных. Потому что, во-первых, темы интересные. Знаете, так вот живешь, знаешь об этом, слышишь об этом, а потом вдруг спустя, наверное, я об этом услышал где-то лет 50 назад. И забывается, проходит время, а потом вдруг появляется материал, и ты вспоминаешь это все. Я же ведь, правда же, я вдруг... я читаю сценарий, была же Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика. Никуда не денешься. Как-то память так она стирает. Но хорошо бы ее иногда, эту память, освежать. Когда мы начинали, у нас не было вообще ничего. У нас не было ни средств, кроме идей, кроме сценария, который мы написали. И вот мы пришли к тому, что сегодня такие люди снимаются в нашем кино, и такая большая команда, до 50, до 60 человек одновременно работает на площадке. Для меня это лично большая честь, что Всевышний дал мне этот шанс реализовать нашу идею. Дал и Андали с помощью Всевышнего. Это кино состоится, и история ингушей, история нашего народа, она будет показана хорошим, высококачественным художественным языком.